Аминь. Аллилуйя. Его в гробу нету. Он там, наверху. Он там приготовил там обитель. И мы, он победитель, и мы победители. Аминь. 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 Аллилуйя. И сегодня праздник. Хороший, чудесный праздник в нашей стране. И мы этого не должны забывать. Ни в коем случае не должны. Забывать свою историю. Народ, который забыл свою историю, они плачевно живут. Они живут в нищете, они живут в горе, в стыде, в позоре. Мы не должны забывать свою историю. То, что сделал великий наш народ, да? Советский в то время. Многие нации они стояли. И мы этого не забудем. И поэтому мы должны рассказывать своим детям, я рассказываю своим детям о войне, о наших дедах, прадедах, да, которые погибли в первые дни войны. Это дедушка Татьяны, мой папа, который прошел всю войну в разведке. И многие из вас, ваши родные, они также участвовали. И поэтому мы должны помнить, какой ценой нечеловеческих усилий, ценой жизни наши отцы, деды, мамы, бабушки пронесли эту любовь. Знаете, вот эта любовь. Действительно, это любовь и это милость сквозь вот эту ожесточенную борьбу, эту войну, знаете, и Бог даровал нам эту победу в этой страшной войне, Красной Армии, нашему народу, да, потому что, знаете, на полях сражения, мой папа, когда рассказывал, я просто был шокирован, когда он говорил, мы все молились Богу. Я вообще удивлялся, как коммунисты, комсомольцы, да, каждый в своем углу, в окопе, они все молились Богу, взывали. И также, кто был в Тулу, да, кто участвовал в этой непосильной войне, но они участвовали всем своим сердцем, всем своим, знаете, всей своей крепостью, они участвовали в этом, чтобы сыновья, мужья, деды, они вернулись с этой войны живыми. Знаете, в своих письмах домой солдаты писали слова, которые, может быть, никогда не говорили своим домашним, потому что это было запрещено говорить тем строем, в котором мы жили, да, но эти слова, они исходили с глубины их сердца, потому что они знали, что они завтра могут погибнуть в этой войне. И знаете, эти слова, они были простые. Я люблю тебя. Прости меня. И Бог с тобою. Эти слова были у каждого, в каждом доме, в каждом человеке, потому что люди понимали, это последний бой, ему нужно попросить прощения тех, кого он обидел, тех, кого он когда-то в чем-то обидел. И знаете, и они просили это от всего сердца. Мой папа, он сам рассказывал, он просил у всех своих родных, когда писал нам, все время просил, говорит, простите меня, что я жестоко к вам обращался, грубо обращался. Простите меня, и Бог с вами. И в честь этого я хочу сегодня пригласить своего сына Веню, он нам споет песню о славной победе. Этот праздник светлый в мае отмечает вся страна. Каждый помнит, каждый знает, как закончилась война. В этот славный день победы мы спасибо скажем дедам, будем родину любить. Той войны
не забыть. Все друг друга поздравляют, слышны песни там и тут. В синем небе звезды тают, это праздничный салют. В этот славный день победы мы спасибо скажем деда, будем родину любить, до войны нам не забыть. Будем помнить эту дату, пронесем через года подвиг русского солдата. Не забудем никогда в этот славный день победы. Мы спасибо скажем деда, будем родину любить, той войны нам не забыть. В этот славный день победы мы спасибо скажем деда, будем родину любить, той войны нам не забыть. Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя. И тогда мы переходим в ту победу, которую нам даровал Иисус, да? Он нам даровал эту победу, Он нам дал эту победу, чтобы мы воины Иисуса Христа, и мы должны стоять, продолжать эту битву, духовную битву. Аллилуйя. И я сейчас хотел бы сказать о том, что мы провели акцию, да? Акцию Пасха, радость в дом. И можно там? Мы огромное спасибо хотим сказать вам, огромное спасибо каждому из вас, кто сеял эти финансы, кто давал на это доброе дело. Потому что мы церковь, дающая церковь, миссионерская церковь, молящая церковь. И мы собрали 17 850 рублей. И было, слава Богу, спасибо огромное. И мы купили 20 наборов. И один набор мы на сумму 892 рубля купили. И можно показать тот набор, который мы купили. Вот этот набор. Очень хороший набор, людям очень понравился. Слава Богу. Огромное спасибо нашим пасторам, что они там делают эту работу. Начали, Бог через них начал эту работу в этом промышленном районе. Вот там Леонелла Евгеньевна, они очень хорошо знают. Вы там проводили, видать, мастер-классы, да? В этом, да, потому что мы видели ваши там эти. И мы как зашли сразу, сказали, сразу видно, чья работа здесь. Да, слава Богу. Огромное спасибо, что это есть в вашем сердце, что вы это делаете, и мы все вместе делаем. Потому что не может один человек делать, как на войне, как везде, не может один человек сказать, это я сделал, это вот я все делаю. Это мы делаем все вместе, слава Богу. Слава Богу, что мы принимали этих людей, можно это фотографии? Они приходили, мы их по списку, там есть такая Елена Декапримовна, да. Вот она очень хороший такой человечек, она нам дала список, и мы там вручали этим людям, поздравляли их с Пасхой светлой, фотографировали с ними. Вот. Ну, люди, они все разные, но мы их любим всех, да, все по-разному ведут. Вот. Ну, и слава Богу за Саву Савича, еще он два набора отвез прям по адресу, потому что они не могли прийти по причинам того, что они немощные, слабые, и Сава Савич развез, слава Богу.
И очень здорово, что мы начали эту работу и будем делать эту работу все больше и больше будем делать. И хотим, чтобы мы все могли участвовать, и не только финансами, но также мы могли пойти к этим людям, пообщаться с ним, помолиться за этих людей. Знаете, очень здорово было бы, конечно, если с нами была бы сестра, потому что, ну, все равно женщины, особенно с детьми, приходят, они смущаются так. Можно вы с детьми сфотографируетесь, да? Но и хорошо было бы, конечно, чтобы вы, сестры, могли бы участвовать. Все, мы в следующий раз будем активно все участвовать. Аминь. И слава всему Господу. Давайте воздадим ему славу. Слово нашего пастора. Шалом, церковь! Аллилуйя! Шалом! Нас не было 2 недели вместе с вами, и я вышел сейчас, чтобы не делать отдельной проповеди, хотя это могло бы вылиться, наверное, в один набор семинар, ну как уехать, но вернуться в церковь. Я хотел бы просто посвидетельствовать, что Бог вложил в сердце где-то 3 недели назад сделать 3 поездки, но из них 2 состоялись, и мы с супругой были вдвоем. Один раз мы были на машине, мы посетили Бердикистяк, но это было проездом. Мы ездили вначале в Кызылсыр. Вы знаете, у нас там есть миссионерская семья. Джуни и Виктория Лепсверидзе, они, кстати, вам передавали большой всем привет. Вот, и, возможно, мы что-то выкладывали. У меня не будет сегодня фотографий. Мы что-то выкладывали уже, какие-то фотографии. Если вы не видели, пишите в личку, вышлем вам личную фотографию. Но что я хотел бы сказать, что поездки, которые были, и вторая поездка, мы вернулись вот на этой неделе из Мирного, мы летали в Мирный, в Кызылсыр мы ездили на машине, были почти готовы поехать туда снова, но, ну, если прям дальше, но уже было сказано, что переправы уже закрыты и невозможно. Поэтому слава Богу за авиарейсы и за возможность. И, как я уже сказал, что эти поездки, это не было наше желание. Знаете, что вот мы планировали, мы хотели, мы думали, это вообще пришло спонтанно. И эта спонтанность пришла, знаете, не то, что я шел где-то, об дерево в лесу ударился. Вот, я ехал на машине, это был молитвенный объезд города. Я это наступаю, я уезжаю в город на машине с молитвой. И где-то на полпути Бог очень ясно просто показал. Поехать в одно место, во второе, в третье. Ну, в одно, в которое мы смотрим, мы все равно поедем чуть позже, а второе и третье, это был Кызылсыр и Мирный. И Бог просто проговорил. И когда Бог говорит, тебе остается или вообще ничего не делать, проигнорировать. И такое тоже бывает в нашей жизни. Когда мы не делаем того, что Бог говорит, и знаете, иногда Он говорит очень нежно. Это не как гром среди ясного неба. Но лучше, конечно, послушаться, потому что в этом ты переживаешь просто Божье приключение и Божье благословение и радость. И что я очень чувствую в связи с этим, что очень важно поднять молитву в церкви, поднять нашу личную молитвенную жизнь, поднять молитву церковную. Поэтому, когда сегодня сказали, что молитва будет 21 и 28, типа или. Хотите сделать 21 и 28, какие проблемы? Вопрос только в том, чтобы мы были там, где начинает, знаете, двигатель Божий начинает, чтобы это не были, знаете, одни и те же. Я 100% знаю, даже 120, даже 150, что над нашей церковью есть миссионерское призвание. Аминь. И оно временами, знаете, может быть чуть сильнее, чуть активнее, может ослабевать, но я верю, что, знаете, это может начинать снова набирать обороты, но это не произойдет само по себе, что мы скажем, и сразу кто-то даже в разовую миссию поедет. Нет, я думаю, знаете, все начинается с молитвы, и нам нужно усилиться в молитве. Потому что, когда Бог сказал поехать, это не пришло, знаете, так легко и быстро и сразу, само по себе. Нам пришлось верить за финансы, чтобы подготовить машину, потом верить за финансы, чтобы полететь взять билеты. И я хочу выразить благодарность всем, кто из вас вы участвовали, во-первых, в молитве. Даже скажу так, знаете, впереди молитвы идет желание и побуждение. Потому что ты никогда не включишься в молитву от сердца, если у тебя не будет, знаете, внутри откликаться. И когда у тебя откликается, и ты говоришь, да, и аминь, и встаешь, вот тогда твоя молитва действенная. Аминь. И поэтому это было здорово, все, кто вы молились, все, кто откликнулись, это был экстрим, просто буквально за пару дней собрать сумму на билеты, и она пришла, и это было, знаете, благословение. И сейчас вы поймете, почему. Как я сказал, что вначале мы были в Кызылсыре,
Это много рассказывает, что мы переживали там, вместе вот с ними общаясь, кушая, прославляя Бога, получая что-то от Бога. И самое главное, переживая, что когда ты уезжаешь, глаза людей блестели. Они блестели хорошим Божьим блеском, блеском радости и какого-то такое легкой печали расставания. Мы почти не хотели уезжать, они не хотели почти нас отпускать, но нам нужно было. И я хочу вам зачитать пару свидетельств, даже не пару, одно свидетельство сыра и два-три коротенькие, что люди, потому что еще не все написали, кто-то был занят, они еще напишут, но просто хотелось бы еще сказать перед этим. Как я сказал, миссионерская церковь – это наше призвание, но это не призвание двух-трех, которые по обыкновению куда-то ездили или ездят. Это даже не касается 10 человек. Это даже не касается 10% нашей церкви. Бог хочет, чтобы это было как минимум 100%. Божий минимум это 100%, который сейчас. Почему минимум? Потому что у Бога 100% больше, чем мы, которые здесь в этом зале. Потому что будут приходить новые люди. Они будут отдавать свое сердце Господу. И они тоже загорятся. Куда-то пойти к своим родным, к своим близким. По улунам, по улусам, по наследам. Надо прям песню сочинить какую-нибудь. По улусам, по наследам. Кто-то сочинит нас, да, левиты. Так вот, я хочу вам зачитать эти свидетельства, коротенькие очень, на самом деле, но в них, знаете, заложено. Наш служитель миссионер Джуни, он написал так: спасибо, что приехали и послужили. Знаете, даже здесь уже заложено. Спасибо, что приехали, это не так легко, потому что мы не могли, не хватало веры ездить, знаете, даже раз в год хотя бы. У нас были раз в 3 года где-то, но мы понимаем, что на самом деле нам нужно усиливаться. Верить, двигаться, и даже в этих словах что-то такое, знаете, сокровенное. Спасибо, что приехали и послужили нам общением, молитвой и словом. Вижу Его руку и Его работу. Я вам приоткрою маленький секретик. Где-то 2 или 3 года назад семья Леферидзе, они были здесь, и у нас была встреча, и они были под определенным давлением. Когда, знаете, уезжает, кто уехал на запад, кто-то в Новосибирск, людей почти не осталось. Они сами были готовы уже взять низкий старт. Но мы молились, и они получили. У нас было свидетельство, что не уехать до тех пор, пока кому-то не будет передано. Кому-то будет оставлен этот труд, чтобы он не был тщетный. И они согласились. И это было, как знаете, хотя бы еще 1 год. Но прошло уже почти 3 года. И они там, они отстроили гараж, они отстроили баню, они отстроили предбанник к своему дому, все новое. Я думаю, когда человек отстраивается, он не планирует уезжать. И в то время Джуни был без работы. И вы знаете, когда он на первую работу он долго не мог устроиться, потому что пришло время уже, как вы знаете, поэтому обрезать. Какое-то время мы содержали, поддерживали. Сказали, теперь вы должны как-то сами верить, уверен за вас. И прямым, что ваш же сын, он же в какую-то запрещенную организацию уходит. То есть он представляет запрещенную. Представляете, мы где-то запрещенные, оказывается, мы не знали, что мы. А мы думаем, что мы вообще не запрещенные, какие мы запрещенные. Вот. И потом все-таки его взяли, и потом он был уволен, и его взяли на другую работу. Не хуже и лучше. И вообще, знаете, Бог проговорил, что он еще так прославится, буквально закругляясь свидетельство сыра, нас переполнял, накрывало просто там. Потому что 3-й день мы просто поклонялись, мы слышали от Бога, мы видели от Бога, мы делились. И я видел, что как самого Викторию Джуни просто накрывало. Почему? Потому что, знаете, там очень сильно знают его папу. Он известный газовик там, Российской Федерации, и в Якутии, и в Кызылсыре. Он был большим начальником в советское время. И все там, извините, вот за такое глупое выражение, да? Каждая собака и люди, каждая собака знает того человека, что там доска почета, ему были памятник нужно поставить. И люди сравнивают, а вот старший Леферидзе, а это кто такой, а этот младший, еще с какой-то организацией непонятной. Но Бог показал, что слава сына, вначале пришел отец и все устроил. Я сейчас говорю про образ, знаете, как Бог пришел, и он отец, он все устроил, он сыну дал начало. Но потом пришел сын и даже пострадал. И Джуни много там, он вам рассказал, сколько он проходил с разных страданий. Но знаете, когда сын прославился,
тогда и Отец прославится, и там самая небесная слава, она проявится. И мы получили это свидетельство. И там мы будем дальше поддерживать, ободрять и вещать. И потом мы вернулись, были в Берлине-Стяге, хорошее общение там было с пастором Вадимом и его супругой. Но потом мы были в Мирном. Мы летели через Новосибирск. Вам большой привет, кто знает пастора Артура Гукасяна. Мы были у них в гостях, в доме, общались, он помнит, кого-то про кого-то спрашивал. И вот мы прилетели в Мирном. И знаете, просто такой интересный парадокс. В Мирном там немного людей. То есть та группа, которая есть, это буквально там 2-3, ну максимум 4 человека. И в последнее время они не то, что не видели друг друга. Вот вы иногда приходите там в церковь, кто-то с вами может не поздороваться, что-то там не скажет, или еще что-то, можно опечалиться, да? А люди там не то, что не видели, они даже не созванивались. Представьте, люди, Мирно это, я не знаю сколько, раз в 5, наверное, ну в 4 точно меньше, чем Якутск. Там можно несколько раз за день встретиться с одним и тем же человеком. Но они были настолько загружены, настолько озабочены, что даже позвонить не могли друг другу, не то чтобы. Знаете, насколько Божий человек это ключевой человек, когда ты приходишь куда-то и начинаешь свидетельствовать. Драгоценные, вы здесь, вы не спите? Если жарко, мы можем еще больше открыть дверь, то я хочу вам зачитать то свидетельство, потому что если бы вы были там, вот знаете, извините, как, знаете, фонтан бы просто лился и лился. Чем делиться, какие они сладкие, какое переживание быть в воле Божьей. Что происходит, что происходило это короткое время, знаете, они не отпускали, они не уходили до 1:30 ночи из того места, где мы жили, и они все хотели еще, дайте нам что-то еще, покормите нас еще, говорите нам еще. Люди такие голодные. Знаете, если кто-то приезжает в нашу церковь из своей церкви, в Берлине-Стяг, они такие, вау, какое же у вас прославление. Но я вам скажу, в Берлине-Стяге прославление не хуже, оно на своем уровне. Но оно есть там, и есть те, кто радуется там тому. Если ты едешь куда-то в Москву, или там в Сан-Франциско, или куда-нибудь в Безел, да, известный, ты, о, какое здесь прославление, здесь, там поют эти и вот эти. Послушай, здесь поют не меньше известные на небесах. Ладно, это другая проповедь отдельная. Хорошо, короткие свидетельства из Мирного. Сестра Айнура, у нас еще там киргизская такая церковь, группа. Слава Богу за наше киргизское представительство в Мирном. Сестра Айнура написала: ваш приезд будто вывел меня из темного леса, где я блуждала. Теперь я начала молиться и читать Библию. Мы вместе, они даже не встречались несколько лет, ходили, то есть после нашего отъезда они пошли, у них не было места, где собраться. Сестра, где они собирались, она теперь не живет одна там, она очень болеет, тоже передавала большой привет, Вера Емельяновна туда помнит, первый раз, когда она у нас была, единственное вообще у католиков, когда мы собирались. Так вот, они собрались в парке вдвоем, как написано, 2 или 3, в парк ходили с Гулей, сестра Гульза, молились за мирность, за молодежь, за церковь, за здоровье. Вау. Аллилуйя. Знаешь, мы не планировали вообще ехать, какие самолеты, какие билеты, где денег-то взять, Господи. Но Господь показал, надо ехать. И люди, знаете, как будто просто они, как партизаны в подполье там. И вдруг, знаете, это с самолета скинули. Помощь, подкрепление, оружие скинули. И они оживились. Сестра Гульза, я зовем как Гуля, Гулечка, написала: мы были в суете, без общения, без наставления. Это было замечательное время. Спасибо за ваш приезд, за все, что Бог совершил, и за молитвы Церкви Слова Жизни. Драгоценные, я хотел сказать, что этот приезд был благодаря вам, вашей молитве, вашему послушанию, слышанию от Бога, и нашему послушанию просто двинуться туда. И знаете, для кого-то из вас, я прям чувствую, не доходит. Кто-то куда-то съездил, ты там, знаете, я, конечно, не этот, который клуб на путешествие. Мы все были за границей с этим товарищем, который возил нас по телевизору клуб на путешествие. Вот ты тоже Сенкевич, да. Я не Сенкевич, я Федосеенко, Вячеслав Викторович. Но ты также можешь иметь то же самое сердце, переживая, как мы были там, когда мы писали, знаете, в один день мы написали, кто подхватил, кто читал. Это была суббота вечер, прям, знаете, в самом разгаре мы встречались, мы молились, мы общались. И вечером мы остались вдвоем. Я говорю супруге, а у меня с утра начало немножко, знаете, болеть вот здесь вот.
боковая часть бедра и внешняя часть бедра. И у меня раньше было такое, но это было связано с мышцами, в детстве нижняя часть. Ну это я понимал, я не знаю, с чем связано было, потом проходило, когда долго. А тут, знаете, я прям почувствовал, как кость с утра. И к вечеру это болело так, что когда я вставал, чтобы пойти, я даже не мог наступить. И я прям реально чувствовал, это атака. Когда, знаете, мысли приходили, атака на кость. Знаете, когда сейчас мы живем, негативные мысли прям лезут в нашу голову, особенно когда что-то у нас начинает где-то в нашем теле. Но я знал, что это атака. Я сказал супруге, она говорит, у меня сердце. Мы помолились друг за друга, помазали елеем, попросили молиться в группе. Спасибо вам за поддержку. Потому что, когда я встал на утро, я всю ночь спал, знаете, с таким, оно не оставляло, я немножко пережал поворачиваться, аккуратно переворачивался, но уже в воскресенье к обеду, во время собрания я уже даже не думал об этом, потому что мы общались, молились, служили, в обед это прошло, как будто вообще ничего не было. Знаешь, когда Бог за нас, и когда есть молитвенники, которые стоят в проломе, ты знаешь, что ты не один. И ты в воле Божьей. И воля Божья – это не один человек. Миссионерское призвание над всей церковью. Миссионерское призвание, чтобы одни молились, другие благословляли, третьи жертвовали, а четвертые могли поехать. И все мы через это входим в волю Божию. И там был еще один брат, у него такое интересное имя Айкулу. Брат Айкулу, он второй раз в Мирном. Первый раз он приезжал как будто немножко на заработки, его позвали. Второй раз он служитель из диаконского служения из Бишкека, из Киргизии. Я прям рад вообще нашим киргизам мирным. И пусть больше киргизов, не только мирных, конечно, и здесь, и не только киргизов, но я их люблю, я влюблен в них. И вы знаете, он приехал с готовностью служить, но там настолько, знаете, нелегкий, мирный, прекрасный, но далеко не легкий город. И вы знаете, он написал, вы знаете, когда служители встречаются, они оценивающие друг друга, ты кто, а ты что, а вы какая церковь, а вы чем дышите, да? Но не таким текстом, но пытается понять, столько много христиан, христианство такое разнообразное. И он написал очень просто, я не спрашивал его, но он тоже в группе в этой, он написал, я получил покой. Он получил какой-то покой в этом общении, помазание пастора и благословение из города Якутска. Я закончить хочу, значит, такими простыми словами. Ваша вера и ваши жертвы не напрасны. Все, кто вы молились и сеялись молитвой, вы инвесторы в небесный банк. И вы пожмете. Ваш счет накапливается. Поэтому ваша вера и жертвы не напрасны, они благословенны. Будь благословенны, этот труд еще проявит себя и покажет во славе. Аминь. Аминь. Передаю слово. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава тебе, Господь. Драгоценные, майские есть именинники? Галина Михайловна, вижу. Майские именинники. Май. Кто в мае? Выходим. Сюда, сюда, сюда. Вот Афина, кто здесь? Аллилуйя! Слава тебе, Господь! Благодарим тебя! Поздравления майских будет, да? Аллилуйя, Господь! Благодарим тебя! Благодарим тебя! Для вас слово. Псалом 145. 1-2. Читаем. Хвали, душа моя, Господа. Буду восхвалять Господа, доколе жив. Буду петь Богу моему, доколе есть. Аминь. Есть здесь один, который сказал, я есть. Да? Есть здесь один, который сказал, я есть. Ты будешь хвалить Господа, ты будешь есть вместе с Ним, будешь хвалить Господа. Аминь. Церковь, простираем свои руки, молимся. Аллилуйя, Господь. Мы благословляем, благословляем, благословляем Твоих драгоценных дочерей, Твоих драгоценных братьев. Благословляем. В лице их еще кто-то из церкви, еще кто-то, еще кого-то нету. Благословляем каждого человека. Благословляем Тебя, Твою. Да хвалит их душа Тебя, Господи. И они будут живы, Господь. И они будут здесь вместе с Тобой на небесах. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Благодарим
Аллилуйя. Слово пожертвования очень коротко. Мы сегодня молились Филиппийцам 4:19, да? Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Пастор делился. Вот смотрите, открывайте Филиппийцам 4:19, да? Смотрите. С 10 по 19. 18 стих прочитаю. Можно всю главу, конечно, эту прочитать, но так как сказали коротко. Смотрите, я получил все и избыточествую. Пастора не нуждались, они получили, и они смогли, да? Я получил все, апостол Павел пишет. Он находился в тюрьме, да, Филиппийцам, когда писал, я получил все и избыточествую, и доволен, получив от Епафродита, посланной вами, как благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу. Вот смотрите, апостол Павел, да, он получил, да, 18 стих говорит, и 19 что говорит? 19 стих, Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом. Он получил. И потом уже Бог мой да восполнит. Аминь. Во имя Иисуса Христа благослови Господь. Благослови даяние наше. Аллилуйя. Аллилуйя.
вас. Можно так сказать, все. Вы все Божьи воины. Вы все воины в армии Иисуса Христа. Даже если вы это не чувствуете, не понимаете, приходит время осмысления, приходит время отождествления, приходит время просветления, увидеть себя, увидеть вокруг другими глазами, не теми, которыми вы, возможно, смотрели на себя или вокруг, своими глазами, своим взглядом. Где-то затуманенным, где-то замыленным, где-то затертым чем-то. Потому что я просто увидел, как есть воины, которые сильные, и были сильны, и были в сражениях, но пришло какое-то время, и они склоненные по какой-то тяжести. Есть тяжесть, это не Божья тяжесть, это не Божье время. Есть тяжесть, которая не дает им подняться, чтобы смотреть наверх, чтобы даже немножко наверх, даже прямо смотреть. Потому что это тяжесть на их плечах, это какой-то груз, это какое-то обременение. Возможно, это обременение какой-то ложной печали, каких-то, может быть, обид, какой-то рутины, что ничего не происходит. И они из этой тяжести стали смотреть вниз под ноги, не видя не то, чтобы перед собой, не видя прежде всего в духе то, что Господь приготовил, и Бог хочет сокрушить это ермо, Бог хочет сокрушить эти твердыни. Бог дает сон. Я также увидел людей, которые как будто вылазят из скорлупы. Может быть, некоторых даже еще нет здесь, но некоторые здесь, и умоляя себя, и веря, пустив неверие, они как будто не могут пробиться. И те птенцы, даже которые уже как в скорлупе, но приходит это время. Это время, оно идет, чтобы они могли разбить всякую скорлупу, чтобы они могли выйти на свободу, чтобы всякая несвобода, всякое ограничение. У некоторых это привело даже к некоторому отступлению, потому что есть дух тупости, есть дух, когда человек не может войти раз-два, пройти через что-то. Он как будто буксует, он тормозит, он теряет силы, и он останавливается, он изнемогает. Он теряет силы, потому что дух тупости приходит как тупик. Если, может быть, кто-то из вас смотрели фильм «Братство кольца», там, где у одного царя был советник, и он был ослеплен, потому что советник был колдуном. Потому что есть духи, которым кто-то попустил прийти и обольстить через непрощение, через обиду, через утвердившуюся мысль якобы своей правоты, но прав только один Бог. Чтобы Дух Святой пришел, и Он просто разбил это, во имя Иисуса Христа. Тех, которые призваны быть воинами Божьими, сражаться, иметь ясный взгляд, не притупленный, но ясный, острый взгляд как у орлов, который поднимается высоко. Потому что Бог хочет сыновей, Он хочет свободы, Он хочет сильных, радующихся, не обремененных, не в цепях, которые могут сказать сами себе: вы не рабы, идите царя. Если что-то подобное ты переживаешь, что это к тебе, это ты, может быть, в этом ограничении. Для тебя это ограничение, оно стало как норма. Это как естественно ходить в печалях, в обидах, недовольствах, пытаться на лицо одевать маску радости, но все равно это как будто сквозь маску пробивается. Какое-то несогласие, какое-то неустройство. Это неустройство прежде всего внутри, и это не Божье. Бог хочет освободить. Бог есть Бог свободы. Он послал Сына Своего, который принял Его, чтобы быть истинно свободным. Если
Это касается тебя. И Дух Святой свидетельствует прямо тебе сейчас. Оставь свое место и выходи вперед. Это время разобраться с чем-то. Это время возложить на алтарь. Это время исповедать это перед Богом. Если чувствуешь, что это твое, и Дух Святой говорит тебе, лучше не оставайся на месте, дальше будет только хуже. Дальше будет или больше света, или еще больше тьмы. Просто оставь свое место и выходи вперед. Сделай это быстро, не тяни резину. Не тяни, нужно делать быстро, нужно выходить во свет. Оставляй тьму, выходить во свет. Здесь есть такие люди, 100%. Потому что Бог показал. Я не пойду дальше, пока мы не сделаем это. Тебе не нужно сейчас выходить здесь. Мы не будем за твое здоровье молиться, за твое исцеление. Оно придет само собой. Оно придет само собой. Это твоя часть войти в свет, войти в царство. Ты же ищи неприятное царство. Потому что дух есть, который удерживает, который нашептывает. Зачем выходить, зачем стыдиться, зачем позориться? Он опять мурку несет какую-то. Что-то в этом роде, что они говорят, это лживые, позорные духи. Это время пришло разбираться. Это время пришло прийти, чтобы Господь через свое слово, через свой дух, через свои сосуды. Молитва будет очень быстрой. Молитва будет очень быстрой. Не будем рассусоливать. Но если это вы, и вы нуждаетесь в этом, нуждаетесь, чтобы на вас возложили руки, помолились, да, просто ревнуйте здесь. Когда вы вышли, приходите, ревнуйте. Ревнуйте о свободе, о полной свободе. Ревнуйте о свободе, которая несет радость, в которой есть мир, в которой есть ясное понимание, есть видение, есть развлечение. Где приходит печать Божья, и где есть ложные печали. Где приходит печать через недопонимание, через недооценку. Мы должны научиться различать. Все, кто вы вышли или выйдете вперед, вставайте на колени. Вставайте на колени. Если кто-то вы в зале, вы остались, вы уверены, что нужно остаться, просто простирайте руки и молитесь. Я буду очень быстро молиться. Но вы, кто там остались, прострите свою веру. Мы все подвержены, мы все под огнем, мы все можем быть атакованы, мы все можем быть обращены. И нам нужно вставать за братьев, нам нужно вставать в проломе. Давай возвысим сейчас свой голос. Пусть твой голос одновременно поднимается к небесам и простирается к людям здесь. Начинай молиться.
чтобы дать совет. Вам не нужно ждать, что чудо придет само по себе, только потому что за вас помолились. Вам нужно начать эти вещи усиливаться в тех вещах, в которых вы ослабли или не делали. Возможно, у кого-то это молитва, возможно, у кого-то это чтение слова. Возможно, через это, чтобы начать быть внимательнее к тому, что Дух Святой говорит вам. В молитве не просто молиться ради молитвы, а молясь понимать, что Бог что-то хочет вам передавать, в чем-то тренировать, в чем-то учить. Аллилуйя. Дорогой Небесный Отец, я прошу благослови Твоих сильных. Твоих сильных, Господь, которые не думали о том, что они сильны. Твоих прекрасных, Господь. Твоих благословенных, Твоих избранных, которые, Господь, не просто могут, они будут. Они будут, потому что они есть в Иисусе Христе. Сильные, помазанные, благословенные, принимающие, способные взять этот огонь с алтаря в свою жизнь, не только для себя, но и для других. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Иисус. Спасибо Тебе, Иисус. Просто молитвенно возвращайтесь в свое место. Если еще что-то будет участником. Религия, слава. Слава. Просто будь еще. Давай еще немного. Время оставлять старое, это время стряхнуться, это время сбросить себя что-то. Свергнуть себя, как говорит Библия, запинающий грех. насколько это жертвенно прежде всего для Него, между праведным и неправедным. Аллилуйя. Аллилуйя. Господь, мы благодарим Тебя за это воскресное служение, это наше служение Тебе. Это не служение левитов, это не служение проповедующего, это наше служение церкви Тебе. Когда мы поклоняемся, когда мы пришли, когда мы жертвуем, когда мы молимся, когда мы слышим, Господь, от Тебя, чтобы слышать, Господь, через проповедь Твое Слово, Господь, наш дух из Твоего духа. И мы благодарим Тебя, дорогой Дух Святой, за Твое присутствие, Господь. Пусть оно будет больше и больше, больше
Люди думают, почему мы еще здесь? А потому что вы в церкви. Аминь. Поэтому вы и здесь. Аминь. Церковь это и здесь. И там Аминь. тоже, конечно, там подготовка. Аллилуйя. Сестра так бьет, что умеете сказать. О, дорогие дети, мы благословляем вас. Мы любим. Если вы знали, как Господь вас любит, наша любовь не сравнится с Его любовью. Поэтому, когда вы нас не понимаете, когда вам трудно принять, знайте, что есть тот, который и понимает вас, и принимает, и любит, и Его зовут Спаситель, Эммануил, Иисус Христос. Поэтому Господь благослови. И вот там есть детские прекрасные служители, машут ручками машут ручками служители. Да, вот они замахали, они услышали. Пастор, и вот они вас там ждут уже, благословляем вас, десантники, парашютисты и все остальные красавцы и красавицы. Вот там несколько, вот налево смотрим, ручками машут, и налево, шагом машут. Аллилуйя. Спасибо большое, левиты. Славненько. Пожалуйста, присаживайтесь. Господь да сподобит, да поможет, и мы все успеем, и все преодолеем. Я хочу вам кое-что показать. Сейчас вы увидите два ролика, я не удержался. Они почти идентичные, но из-за того, что каждый в отдельности не показывал, это на самом деле одна песня, посвященная Великой Отечественной войне. Как сказать, от них отталкиваясь, я сегодня стартану. Поэтому это будут два ролика. Это из фильма «Белорусский вокзал». Это, знаете, есть песни, которые светские, но их нравится петь. Потому что они очень прилагаются и к нашей духовной атмосфере, и к нашему времени, даже с того времени. Поэтому посмотрим два ролика, плавно один переходящий в другой. Здесь птицы не поют, деревья не растут, и только мы плечо к плечу врастаем в землю тут. Горит и кружится планета над нашей родиной. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все уж бессилен он. Сомнение прочь уходит в ночь отдельный. 10-й наш десантный батальон. 10-й наш десантный батальон. Лишь только бой угас, звучит другой приказ, и почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Взлетает красная ракета, бьет пулемет неутомим. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех мы за ценой не постоим. Одна на всех мы за ценой не постоим. Чуть-чуть терпения. На самый второй. Нету, говорят. Как нет? Говорят, нет. Я же все скидывал 2 раза. Сможете по-быстрому? Давайте ищите его в своих WhatsApp'ах. Я вам 5 минут даю. Потом по закону военного времени. Хорошо. Наши драгоценные молодые братья и братки помогут, и Господь им поможет. Нам всем нужно учиться, как для Господа. Моя проповедь сегодня называется, на самом деле, знаете, я выставил ролики, именно вот эта песня. Вообще в оригинале нужно было показать, там, где поет, по-моему, Нина Ургант, из фильма «Белорусский вокзал». И это такой оригинал, песня, написанная Булатом Акуджавой.
И моя проповедь называется также сегодня «Нам нужна одна победа». Здесь есть сегодня люди, которым нужна победа. Победа, может быть, я не знаю, в каких сферах, в связи с чем. Может быть, не обязательно, знаете, связывать напрямую с церковью, что нам нужно прорваться, здание там или еще что-то. Но это все вместе. Это все вместе, потому что церковь это и есть мы. Может быть, это твое здоровье, может быть, это, я не знаю, финансы. Может быть, твои родные не спасенные, а может быть, спасенные, но проблемные. Может, этот список было бы продолжать. Нам нужна одна победа. И там есть следующая строчка. Мы за ценой не постоим. Стоит вопрос, готов ли ты? То есть мы все хотим победу. Люди во время войны, когда она была, и нужно отдать должное. Моя проповедь сегодня не о Великой Отечественной и не о победе 45-го года. Но что интересно, прямо перед началом служения мне пришла от одной служительницы в WhatsApp сообщение, что война 45-го года самая кровопролитная из войн, которая была, которая длилась 4 года только на территории Советского Союза, и до этого она уже, по-моему, уже года 2 уже была в Европе, то есть 6 лет шла эта Вторая мировая война, она закончилась официально подписанием капитуляции 9 мая, но неофициально бои были закончены 6 мая. В 1945 году 6 мая отмечалась Пасха. И там много свидетельств, я сейчас не буду говорить, вы знаете, но Бог везде, Бог во всем, и Он стоит, Он автор. Он не источник бед, Он не источник проблем твоих или церкви, которые мы переживаем, но Он однозначно автор картины, которую Он закончит, и Его картина будет прекрасной. В твоей жизни, в твоей судьбе, в твоих детях. Аминь? Аминь. Ты можешь не сказать даже аминь, как бы не веришь мне, поверь Богу хотя бы. Ты должен не мне верить, должен услышать от Духа. И когда ты от Духа услышишь, что твои дети спасены, это не будет просто фраза «мои дети спасутся», сами по себе они не спасутся. Это стоит труда, молитв, на коленях, увещеваний, не сдаваться, радоваться, когда хочется рвать на себе волосы и плакать. Они все равно спасутся, потому что ты заплатишь цену. Нам нужна одна победа, и есть этому цена. И знаете, слава Богу на самом деле, что не только советский народ, но имея свою определенную часть, и всем гуртом, все, кто противостали, да, все, кто боролись против коричневой чумы, фашизма и нацизма, одержали победу в 1945 году. Это очень важная победа наших прадедов и дедов, и я больше скажу, народов Советского Союза. Потому что второй ролик есть уже? Супер, показывайте. Вы прямо сейчас сразу поймете, почему народов. Не народов. Деревья не растут, и только мы плечом к плечу растаем землю тут. И кружится планета над нашей родиной дым. И значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Нас ждет огонь смертельный, и все ж бессилен он. Сомнения прочь уходят в ночь отдельный. Десятый наш десантный батальон. Десятый наш десантный батальон. Лишь только бой указ, звучит другой приказ. Почтальон сойдет с ума, разыскивая нас. Слетает красная ракета, бьет пулемет неутомим.
если вы не поняли, может быть, поняли, но второй ролик, он связан с детьми, с подростками, которые поют. И это наследие на самом деле. И знаете, слова Писания прям перекликаются, что мы тоже еще не до крови сражались где-то. Мы сражались. Знаете, батальон, это примерно, я не силен, как вы знаете, прям когда служил в армии, но я в том батальоне, где я служил, где-то были несколько взводов, и где-то было где-то по 30 человек, то есть батальон где-то 100-120 человек. И знаете, наша церковь похожа на батальон, который поистрепала в боях. Знаете, батальон тогда были меньше числом, и командиров было меньше, или еще что-то. Но это не значит, что дух, знаете, дух победы, или дух веры, дух неотступности. И когда я смотрю на это, знаете, там не просто подростки, это, знаете, они поют на русском языке, но на самом деле, потому что русский был общепринятый в Советском Союзе, и вы там видите там разные регионы, там то ли Ташкент, то ли Бухара, еще что-то там, Армения, Грузия, или еще что-то. Это наследие вот, тех, которые сражались, наших праотцов, дедов. И знаешь, у нас сегодня есть наследие. Мы где-то сражаемся, мы проходим через какие-то боли, чтобы им меньше досталось, но чтобы они научились, запомнили, чтобы дальше нести церковь к победе, к Божьей победе. Поэтому о чем сегодня? Будем ли мы говорить о победе Великой Отечественной? Нет. Я думаю, что о ней будет сегодня много сказано и было сказано. Знаете, когда я готовился, я думал, ну хорошо, наверное, стоит говорить о победе Иисуса Христа, возможно. И я получил как бы, нет, знаете, нет, почему? Потому что Он уже победил. 2000 лет назад Иисус уже все победил. Он зашел на крест, Он разобрался с сатаной, Он разобрался с грехом, с виной, с последствиями. Иисус все совершил. Но моя проповедь называется сегодня «Нам нужна одна победа». И тогда о какой победе? Как вы думаете, о какой победе сегодня нужно говорить? Или о какой победе мы могли бы говорить сегодня? О победе церкви. Потому что Господь все совершил. Бог все предусмотрел. Но сегодня, если быть честными, церковь не всегда победоносна. Церковь не всегда в победе. Что это значит? Значит, мы в нашей жизни, мы не всегда видим победу. Мы видим, где иногда дьявол как будто издевается над нашим здоровьем, родными, близкими, над церковью, над смелостью для благовестия, над ростом церкви. Да просто над жизнями людей, Божьих людей, Божьих сыновей и дочерей. Но Бог смотрит, и Бог видит свою церковь. Знаете, может быть, мы себя так не видим, но Бог, когда смотрит и смотрит Писание, и слышит это, Бог называет тебя победоносным. Бог, обращаясь к тебе, говорит, ты победитель. И много мест Писания, много, но очень важно, чтобы не просто какие-то места Писания записаны, чтобы они в твоем сердце зажглись, чтобы ты сам услышал, я победитель. Я победитель в ситуации, когда хочется обидеться, а ты встаешь на горло этой гидрообиды. Когда есть какое-то непонимание, или непризнание, или отчуждение, ты не впадаешь в отверженность, падаешь как ребенок и начинаешь биться там. Нет, ты начинаешь тянуться, ты идешь в молитву и начинаешь тянуться к Господу. Потому что если ты будешь там валяться, ты ничего не услышишь, кроме того, что дьявол тебе нашепчет и накрутит на твою голову. Ау! Но если ты пойдешь в молитву, если ты выйдешь, я не знаю, встанешь ли на колени, выйдешь прогуляться, сядешь, у тебя есть на чем сесть, проехаться, и ты будешь искать Господа, ты начнешь слышать, что Господь будет тебя утешать, Он будет тебя ободрять, и Он будет что-то тебе показывать. Выбор только останется за нами. Мы пойдем в то, что Господь показывает, или мы останемся сидеть, думая, я не смогу, у меня не получится. Мой дорогой брат и сестра, у Христа получилось, а Христос в тебе, у тебя все получится. Если только ты выйдешь из ограничений страха, я не знаю, может быть, лени, может быть, неверия, еще чего-то. В истории церкви было очень много свидетельств, если почитать и найти в интернете, когда Бог посещал своих святых. Я не говорю за Библию, я говорю уже историю первой церкви до наших дней. Было много свидетельств. Одно из которых, знаете, яркое, может, где-то слышали, нет, пробуждение Уэллса. Уэллс — это такая территория, и там был проповедник, я прямо сказал, я не готов, что прям назвать как бы его, кто-то, может, даже помнит, но он молился много, будучи подростком, юношей, потом он пришел в церковь, попросил дать время после воскресного. Представьте, если бы кто-то сегодня подошел ко мне и сказал, пастор, я так хочу помолиться, может быть, есть братья и сестры, которые останутся, но когда заканчивается собрание, мы все, я же не хочу вас вгонять в печаль, но мы слишком озадачены собой, чтобы думать, чтобы еще и остаться и помолиться после этого служения. Вау, интересная мысль, да? Это от Духа.
Но он подошел к пастору и сказал, у меня очень сильное побуждение молиться, если кто-то останется еще помолиться. И там осталось что-то 19, по-моему, 12 или 19 человек, и они несколько часов молились. Сегодня мы печалимся, когда происходят какие-то длинные собрания. Да, собрания по плоти, они длинные, но послушай, если мы не тренированы, да, в малом, когда придет что-то сильнее, даже от духа мы можем не быть готовы принять. Я не говорю, что нужно теперь принимать все плотские проповеди, да, или сидения, но я и не об этом. Не знаете, мне такое чувство, хочется как-то вас вот водой холодной облить. Как будто какое-то, знаете, немножко такое состояние, как будто, я не знаю, как его объяснить. Объяснить? Хотите вы изменений в вашей жизни? Кто-то из вас этот вопрос слышит, может, по лет 15, 20, 25. Хотите ли вы изменений? Кто-то спрашивает, хотим, конечно. А хотите вы изменений в этом городе? Потому что хотите изменить жизнь, это неплохо. Но это все, что если я этого хочу, то это все, что для меня, это мое останется возле меня. А хочу ли я, чтобы, знаете, хотеть изменений своих, их даже можно получить. Мне даже можно уйти. Это даже не сложно, это же с Богом. Но Бог поможет, и Он силен, Он дал нам силу и власть. Это вообще не запланировано, это не проповедь, это бонус. Аллилуйя. Но изменения вокруг, они будут стоить цены. Ничего само по себе не изменится. Люди сами по себе не изменятся. Город сам по себе не изменится. Я могу проповедовать все, что у меня есть. Или закончить прямо сейчас. Вопрос. Я немножко делился с вами где-то, может быть, месяц назад о безумной любви из книги Фрэнсиса Чана. Никто не сподобился, так, не потому что я рекламировал, или вы обязаны, но вдруг кто-то заглянул краем глаза, вот, было интересно, вот, пастор вещает, что это безумная любовь. Кого-то что-то зацепило там, когда вы читали. Вы знаете, когда я начинал читать эту книгу, сама фраза «безумная любовь», знаете, подразумевается, как будто я буду читать, я понимаю, что это о Боге, о Его любви, потому что только Его любовь, безусловная, такая невероятная, неописуемая, сегодня слышал один псалом, неописуемый Бог. Наш Бог такой, что его даже описать трудно. В смысле, не потому что вообще нельзя, но ты будешь описывать, и тебе вечности не хватит, чтобы его описывать. Аллилуйя. Спасибо. Аллилуйя. И, знаете, 2 главы ты можешь читать о невероятной любви Бога, и там, я не помню, сколько глав, 10 или 12, и все остальные главы, о чем пишет Фрэнсис Чан, можно назвать короткой фразой. Помните проповедь, да? Теплый христианин. Мы должны спросить сами себя, не осуждая себя, хотя судить себя, прежде всего мы призваны судить себя, то есть разбираться сами с собой, в себе копаться, не копаться в соседе, не копаться по мужу в жене или жене в муже, в себе прежде всего искать, Бога в себе найти, Богу позволить, чтобы Он осветил внутри. И Фрэнсис Чан пишет все остальные главы о том, что сегодня церковь, к печали, увы, она теплая. Может быть, вы не такие, может быть, я как пастор такой, может быть, вы со мной не согласитесь, но как я наблюдаю за собой и, в общем, за телом Христовым, есть очаги, где, знаете, где теплится огонь. И я не скажу, что с нами все так прям так плохо, но, знаете, все могло и может быть гораздо лучше, гораздо смелее, гораздо горячее, гораздо жизненнее. Мне кажется, что церковь должна быть таким, знаете, самым радостным, самым наполненным, самым классным, самым благословенным местом, мимо которого люди вообще не смогут пройти. Это, знаете, такое чувство, как, знаете, как если бы здание сейчас, помните эту историю в Пакетяне, когда огненные языки, да, я слышу такие истории, когда Бог крестил кого-то духом, по-моему, где-то в советское время, то люди видели огонь вне здания. Что это было? Какое-то проявление сверхъестественное. Может, это не был физический огонь. Вы знаете, церковь — это место, откуда должно полыхать в духе так, что люди из любопытства просто будут захотеть заглянуть. Это как было церковь Браунсвилл, 80-е, какие там, 2000-е годы, по-моему. Кто-то смотрел, может быть, ее кассеты. Пробуждение Пенсакола, церковь Браунсвилл, где люди со всех околотов ехали. Их тянуло, они не понимали, что происходит.
Как-то особо сегодня, особый шалом какой-то. Прям запредельный какой-то шалом, пугающий даже. Знаете, были такие времена и такие переживания, когда Бог разжигал в своих святых особую просто веру, страсть, жажду, святость, исцеление, чудеса происходили, были проявления ощутимой славы Божьей. То есть люди не просто переживали исцеление, такое чувство, как будто они прикасались, знаете, как в Писании, когда храм наполнялся, да, там Божьими одеждами, там где-то, по-моему, я не помню, где это написано, но что священники не могли стоять, их выдавливало, они падали просто. Люди переживали шехину. Шехина — это проявленное Божье присутствие, такое, как будто могли его невидимо, незримо, но могли его потрогать. И люди не выходили оттуда после служения там, как собрание Катрин Кульман, выковыривая из проповеди, что-то это не было интересно, а это я уже знаю, а это уже как бы и... Нет, люди выходили, у них все, поджилки тряслись. Да, это, конечно, скажете, это Катрин Кульман. Вы знаете, у Катрин Кульман ничего не было, конечно, если бы прежде всего не было ее личного уважения и почтения Бога, но второе — это команда и церковь, которая ее окружала. В первом ряду есть свидетельство, она никогда не садила тех людей, которые знала, что они чем-то недовольны. Никогда. Люди, которые не вдохновлялись, в смысле, знаете, как бы ей, Катрин Кульман, которые вдохновлялись Богом. И это вдохновение, знаете, это ты соединяешься с Богом, и это приходит снова как бы обратно. Вот это вот. Но это не только в собрании. Я думаю, у таких людей это может и должно быть среди недели. Знаете, в таких ситуациях народ Божий пробуждался. Вот пробуждение Уэлса, Браунсвилл, где-то там еще дальше, в Америке были исцеления, пробуждение святости. Они пробуждались, как будто спячки, знаете, религиозная сонливость, лень, какая-то, знаете, какие-то страхи, почти наподобие омертвелости. Люди, как, знаете, как сухие кости, черствые сердца. Я не хочу никого печалить сейчас. Я начну с себя. Я думаю, мое сердце было достаточно черствым, но я от этого устал. Я устал от своего собственного черствого сердца. Мы можем делать какие-то вещи, как само собой разумеющиеся, приходить в церковь, быть религиозными, но где жизнь в этом? Где поток? Где радость? Где этот бег, когда ты бежишь на молитву в парк? Или ты где-то делаешь такие вещи, которые ты... А мы сейчас к чему-то уже привыкли, мы плывем по течению, у нас замечательно, работа, дом, дом, работа, в воскресенье церковь. Знаете, Америка живет уже так лет 200. И лучше не становится. Но Бог с ней, с Америкой, нам здесь бы в России. Скажи пробуждение. Пробуждение. Это почти не библейское слово. В Библии не слово пробуждение, но проснуться надо. Потому что Библия говорит, трезвить все бодрствуют. Знаете, трезвый — это противоположность пьяный. Пьяный сон, знаете, пьяный как сонный. Я сегодня проснулся, знаете, в таком состоянии, сел сразу за планшет, а еще не проснулся, пытаясь печатать. И я такой, знаете, ничего, он не выдает нормальные слова. И я такой, то ли я не проснулся, то ли он не проснулся. То ли мы вдвоем не проснулись с планшетом. Потому что я-то вижу, как бы, набираю, он вообще видит какую-то ерунду мне, но потом как-то мы взбодрились, я пришел в чувство, он пришел в чувство, разобрались, как бы, набрали все хорошо. Луки 12:49. Луки, есть там что набрать, я забыл кому-то скинуть, кому надо было, сейчас с экспромтом, оптом. Луки 12, если у вас Библия, открывайте свою Библию, на меня тырить не надо, я не Писание. На Луки 12:49 написано следующее, хотя бы для себя отмечайте, пережевывайте дома. Жевать только в церкви, этого недостаточно. Точнее, жуйте в церкви, дома переваривайте. Вот. Луки 12:49. Огонь пришел я низвести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся. Ну, всем знакомое местописание. Я не хочу далеко уходить, как бы, да, но я надеюсь, что вы понимаете, так или иначе, о каком огне идет речь. Это огонь горит для Иисуса, это огонь горит для Божьего Царства. Загореться от Царства Божьего, прикоснувшись к Нему, и уже горит, не сгорает, это как тот куст. Если сгорел, то все, если служители перегорают, служения сгорают, браки сгорают, и люди сгорают друг к другу, и не могут уже быть друг к другу, потому что уже там такое полыхало, уже одни головешки остались. Вы знаете, нужен тот огонь, который Иисус хочет зажечь, который не сожгет нас, никогда не сгорит и никогда не потухнет, но будет зажигать других. И Он говорит, я хочу, чтобы этот огонь уже зажегся. Как вы думаете, это все еще уместно?
Это все еще имеет место, чтобы так было. То есть Иисус хочет, и как вы думаете, это Он хочет, чтобы это было среди нас, среди нас? Аминь. Чтобы его огонь загорелся. Что же это за огонь? Давай мы придем к этому чуть позже. Я думаю, он почти нам знакомый, но уже неузнаваемый почти. Какое состояние сегодня в церкви? Ну, я уже почти говорил. Возможно, вы со мной не согласитесь на 100%, но думаю, процентов на 50, на 60 точно, что церковь сегодня теплая. Не сказать, что прям совсем, как вы знаете, но местами мы очень тепленькие, да, и вообще в теле Христовом. Потому что вопрос, какое состояние наших сердец. Тебе не надо далеко ходить, даже, знаете, там на кого-то показывать. Просто, как, знаете, как мне сказал, чтобы мне увидеть грешника, мне далеко ходить не надо. Нужно просто подойти к зеркалу. Значит, далеко ходить не надо, посмотри свое сердце, посмотри, что мы читаем, что мы смотрим, о чем мы думаем, что мы больше всего говорим. И вспомни, как это было. Чего ты меньше читал, чего ты меньше думал и говорил, и в чем горело твое сердце. Сегодня слишком комфортные христиане, и из этого комфорта некоторые просто прям вываливаются, знаете, на ходу. Не могут держаться, потому что трезвиться надо и бодрствовать, а мы где-то не трезвые, мы где-то не бодрствующие. Луки 24, 32. Пока вы открываете Луки 24, 32, у меня еще есть вопрос. А горит ли сегодня огонь на алтаре? Как горел у Илии, когда было противостояние с лжепророками, пророками Ваала. А горит ли огонь сегодня на алтаре? Чтобы Господь пришел и посетил, чтобы явил свою славу, чтобы чудеса, знамения. Горит ли огонь на алтаре не церкви? Это тоже. Давайте спросим себя, горит ли огонь на алтаре моей молитвенной жизни дома, в тайной комнате? Горит ли огонь на алтаре любви, смирения, послушания, милосердия? Можно было бы это продолжать. Горит ли этот огонь? А горят ли наши сердца? В Луки 24:32 написано, помните эту историю про двух учеников, которые шли в Эмаус. Они не понимали, что произошло, Иисуса распяли, вдруг кто-то пристал, начал им объяснять из Писания, и потом они в доме, когда был благословляла пища, был хлеб преломлен, и они увидели Иисуса, и Он исчез в тот момент. И вот они говорят здесь, и они сказали друг другу, не горело ли в нас сердце наше? Я сейчас не хочу, знаете, как бы вот выставить с таким, сейчас я спрошу, сейчас задам вам вопрос, я специально не дочитал, даже если вы дочитали. Но если бы я спросил, как вы думаете, вот, если бы вот я спросил, ваше сердце, и сколько здесь людей, которые могут сказать, мое сердце горит на 100% для Бога, чтобы вы могли поднять руку. Как в виде эксперимента, не что я хочу кого-то выставить, как бы, да, просто вот... Хорошо, давайте попробуем я прям даже не 80 не буду брать, даже 90, на 70%, что сердце горит для Бога. Я поспорил бы, конечно, чуть. Не то, что я Бог, как бы, да. Если ваше сердце горит на 70, вы завтра с легкостью уедете на миссию. Ну, потому что это даже не 50, это даже не 40. Вы с легкостью сделаете то, что вам будет сказано, конечно, в духе истине, не потому что, знаете, пастора сбрендило, и он скажет вам, слушай, мне пузырь этого портвейна хочется, ночью позвонить тебе, я слышал историю, как некоторые пастора звонят ему и говорят, мороженое хочу, чтобы прямо сейчас привез. Шок вообще. Но, да, проверьте, по коммуникации позвоните, и просто завтра прилетает, встреть меня. Или просто, я пролетаю, нет машины. Пастор, у меня нет машины, ты что? У меня никогда не было машины. Просто приехать хочу, чтобы ты меня встретил с цветами. 25 лет я служил, никогда ничего подобного. Я помню, наоборот, я приезжал, помощники, которые получали зарплату, не встречали меня. А я приезжал в другую церковь с книжками, с литературой. Я стоял, замерзал просто. И потом приехал один брат, и знаете, что он мне выдал? Ты ведь разогнал бы уже всех этих помощников своих. Я никого не разгонял. Это было так давно. Они как-то сами как-то вот иритировались. Горят ли наши сердца? И они говорят, смотри, не горело ли у нас сердце наше, когда Он говорил нам на дороге и когда изъяснял нам Писание. Если Бог проговорит в мое сердце, и Он проговорит в твое сердце то, что я буду говорить тебе,
Это 100% будет тобой воспринято, если твое сердце открыто для того, что Он будет говорить. И ты слышишь от Него, и ты слышишь от кого-то, кто тебе говорит земным языком. Понимаете, о чем идет речь? Одно дело, когда тебе можно сказать служитель, и бывают времена, когда мы на служителей прям воздыхаем, пылинки готовы с них сдувать и все это, а потом мы становимся какими-то обыденными, простыми ребятами такими, а мы еще видим их косяки, ошибки, и что их слушать-то вообще? Ну, просто потерпим их в этой церкви. Ну, лидера домашки, там, не знаю, там, пастора, еще кого-то. Но иногда, когда отсюда идет слово, идет вещание, или тебе идет совет, тебе идет консультация, тебе говорит, сделай это, ты можешь воспринимать просто, ну, это сын плотника, как бы, ну, о чем? Вчера еще там строгал, как-то столы собирал, сегодня смотри, как ты себе мессию возомнил. Ты можешь пропустить не то, что тебе человек говорит, а то, что тебе Бог говорит через человека. И потом мы удивляемся, а почему мы больше не получаем? А где помазание, а где призвание, а где это чудеса, а где то-то-то? Ну, потому что мы себя уже перенастроили. Знаете, как легко себя настроить на то, что вот здесь принимаю, вот здесь не принимаю. Но здесь говорится, что прежде всего, конечно, не за людей. Не горело сердце наше, когда мы слышали от Него. Мы сегодня готовы слушать проповедников на Ютубе, каких-то там людей, еще столько мнений. А знаешь, не пришло ли время отложить все мнения, прежде чем что-нибудь будешь делать? Встать на колени, или выйти куда-нибудь и сделать кружок, и просто поговорить с Ним. О ситуациях, о людях, о возможностях, о временах, о сроках. Знаете, сегодня время, чтобы церковь возревновала о победе. Я уже говорил, чтобы быть побеждающей церковью. Как никогда обратиться от своих путей и обратить свой взор и слух на Господа, слушать, что Он говорит. И здесь есть что? Слушать – это хорошо. Не горело ли сердце наше, когда Он говорил? Знаете, сегодня, я думаю, первое, если мы хотим успеха, если мы хотим прорыв, если мы хотим радость, если мы хотим просто, знаете, когда вот это пришло, поехать сюда, сюда и сюда, я вообще не понимал. Я с одной стороны, вау, потом, это, знаете, похоже на то, как, я помню, в Москве после одной конференции, была замечательная конференция, долго не пускали Карла Густава, вдруг он прорвался, приехал, был на первом ряду, а я пришел прямо за ним вот так. Он повернулся, хай, гай, привет, парень. И он всегда говорил, всегда вспоминал маму, потому что она такая, знаете, у меня докучливая такая, не такая, где-то прорывная, где-то, знаете, там, из-под земли тебя достанет. Даже сейчас она мне выходит, она мне звонит, как бы, какие-то вопросы уже после служения. И он всегда, твоя мама, мой друг. Ну, если твоя мама мой друг, значит, я тоже твой друг, как бы вместе с мамой. Я знал, что и так. И мы так хорошо пообщались, Карл Густав, все супер. И я знал, что он на короткой поездке, там недели там 2-3, и его, знаете, все ждут. Вся Россия там, наверное, ждет, чтобы к нему приехали большие церкви. И, именно на той конференции, я помню, как мы собирали пожертвования на здание, мы собрали что-то порядка, не ошибиться не помню, крупную сумму что-то мы собрали тогда, я помню, это был такой первый большой сбор прям, ну что-то да, вот такое, что-то 100 с чем-то, по-моему, мы собрали, и пришло, мы на эти 100 ничего не построим, давайте это семя просто вот посеем, пока с Москва, они там планировали еще что-то, мы собрали эти деньги, там переводили, аж не было, я просто перекинул 5 минут, сейчас мы там уже было какие-то системы, в банк пойти, снять, мы в Москве ездили, чтобы снять целую историю. Мы их сняли, я в бухгалтерию пришел, отдал, и знаете, в бухгалтерии на меня смотрели как на простого парня вообще. Ну, в смысле, я, конечно, простой, но я потом, знаете, думаю, блин, даже никакого духовного такого не почувствовал. Как бы, ну, вау, я людям денег столько принес, как бы, не знаю, может, больше принес, это были. Ну, как, знаете, как, не то, что я ждал принятия, ну, как бы, типа, спасибо, там, или просто принял, бухгалтера, такие простые люди, просто приняли галочку, поставили, все. Я вышел, никакого такого, знаете, ощущения, такого головокружения, как бы. Ну и все, и потом конференция заканчивается, Карл Густав, там, да опять все нормально. И я уже собираюсь, мне в этот день улетать, там, через пару дней буквально. И мне звонит одна из секретарей и говорит, а вы знаете, что Карл Густав планирует поездку по городам, как бы, России? Ну, чё ж не знаю, дурак, что ли, я на втором ряду сижу, я понимаю, что он подходит, разговаривает, там планы какие-то, я так, кто что говорит, там, что к нам, ну, был он у нас 2 раза, слава Богу, в самом начале, у нас все в начале были, первые годы. Знаете, как фронт был, когда на фронт приезжает там. И вдруг она звонит и говорит, а не хотели бы вы, чтобы Карл Густав и к вам заехал? Вы знаете, вот это двоякое чувство, вау! Я там, наверное, пюре это выписывал.
Только, знаете, радость была недолгая, потому что я только, я сам с конференции приехал, деньги потрачены, в смысле, ну, затрачены на поездку, там все это. И тут он нас там через неделю там Полторкина прилетит. Мама родная, где денег взять-то? Знаете, радость, смешанная со страхом. Но я уже понимал, что уже назад уже не сдавать, потому что если такое предлагают, такое не предлагают каждый день. Я, конечно, согласился, и потом просто умирал. Господи, как мы готовились, мы приехали, искали зал, нашли, финансов нету. А вроде Карл Густав евангелизационное собрание будет. Мы его дождались, приехали, встретили, привезли. Прославляющие уже поют, там уже минут 40, уже не знаю, что дальше делать уже, пока мы там расселяли его. И он такой, я думаю, ну он сейчас просто выйдет и будет проповедовать, туда деньги на покрытие всего. Я вообще не понимаю. Собрание же евангелизационное, как бы, хотя там полцеркви, конечно, но много людей было, откуда вообще стерили, кто не приехали, куда не узнали вообще. И он говорит, и он меня спрашивает, не знает, кто ему узнал, кто ему из вас подсказал, из тех, кто тогда был. Он говорит, а пожертвования собирали? Я говорю, нет. Он говорит, ну а что, иди. И все, мы три вечера, Карл Густав сказал, ну это почти как Господь, но Господь через него. Все было покрыто, все расходы, вся дорога, благословение даже прям в долларах пришло, даже менять не пришлось. Как пришли доллары, так ему и отдали. Все. Знаете, это может быть не великая слава Божья, но это слава Божья. Знаете почему? Потому что потом, когда вечернее собрание, вот Олег свидетель, мы потом ехали на ужин, потом поехали общаться, и он сказал, я узнал, я услышал, то есть как-то, знаете, Бог сделал известным, что ваша церковь, вы пожертвовали весомую сумму. Знаете, люди в бухгалтерии, они хорошие, просто никаких эмоций, замечательно, спасибо, распишитесь, получили, до свидания. Но как-то ему стало известно, что наша церковь, то, что собирала на свое, она отдала. И он получил от Господа свидетельство. Я поеду туда. Не потому, что мы такие хорошие, нас так много. Может, он не поехал, где церкви были гораздо больше. Но он приехал из-за жертвенности. И это, может быть, не было, знаете, там фейерверки, чудес и знамений, но это была проявленная слава Божия. Кто-то тогда исцелялся, кто-то тогда получал, кто-то зачинал из духа, потом в плоти зачал, были свидетельства, что у кого-то и дети там, еще что-то. Я хочу вам по-быстрому, просто очень по-быстрому прочитать 7 моментов. Это статья, я немножко опираюсь на статью Джея Ли Грейди. Он был раньше очень давно, вы даже его не знаете, я его не знаю, я про него прочитал о нем. Он был главным редактором такой журнала «Харизма». В Америке такой писательский, как харизматический харизма, вот, но в какое-то время он оставил, больше 10 лет он стал миссионером, он оставил вот это вот, просто, как сказать, быть писателем, да, или редактором. И вот статья, которая у него называется «Готовьтесь к Божьим сюрпризам». Хотите узнать о Божьих сюрпризах? Хотим. Вы двое пошли, а остальные не хотят. Я вам отдельно расскажу. Хорошо, если вы успеете, нет, я могу просто выложить в WhatsApp, но услышите, что услышите для себя. 7 Божьих ожиданий, которые должны быть, могут, хорошо, чтобы они были, и лучше, чтобы они были. И он просит, я прошу вас молиться в соответствии с этими ожиданиями. Первое. Ожидайте притока новообращенных людей, жаждущих духовного преобразования. Прямо сейчас мы видим растущее противодействие посланию Христа. Но мы движемся к поворотному моменту. Сегодня люди более напряжены, обеспокоены, подавлены, сбиты с толку, зависимы, эмоционально сломлены, чем когда-либо. Среди этой тьмы людей пойдут туда, где они увидят свет. Готовьтесь к жатве. Церковь должна быть готова к жатве. Это не значит 2 или 3 миссионеров, как бы вся церковь должна, дверь открывается, поток ломанулся. Мы должны быть вот этими ресурсами, которые этот поток направляют в домашнюю группу, в служение, в принятие. Как сегодня была картина, что они будут вылупляться из скорлупы. В шоке были. Там молодежи. Я понимаю, что соотношение количества молодежи в Якутске, что столица меньше, но из-за того, что городок маленький, все сжато, они как будто все вот прям, знаете, как мальки такие плавают, и ты куда идешь, знаете, они вот здесь вот, чуть покрупнее, там карасики, малечки какие-то, еще что-то, и подростки, и молодежь, и дети, прям на площади, как у нас площадь Ленина, я не вижу, что мы там видим много как бы, детей, да, ну есть много где места надо быть, а у них там ничего особо много нету, и они вот большей частью и вокруг где-то на этой площади.
Я позже буду, что мы получили, как бы, да, потому что это связано с сыром, тоже то, что Бог показывал. Первое, значит, да, быть готовыми к жатве, к потоку людей. Это мы должны быть готовы, вся церковь. Второе, ожидайте сверхъестественных проявлений Божьего присутствия. Люди не захотят уходить со служений, когда придет слава Божья. Ты скажешь, ну сейчас-то нет славы Божьей, сейчас-то уже, как бы, уже пора уже заканчивать, надо закругляться или еще что-то. Послушай, мы здесь лишь тренируемся, когда придут стадионы, а я вам хочу сказать верой. Верой, в которую верю, в которую Бог периодически, знаете, как сказать, вот как будто, знаете, снова как волна поднимается, я абсолютно верю и буду проповедовать, пока стою и пока это, я верю, что это увижу. Все залы, все стадионы, которые мы здесь построены, для, не поймешь для чего, и там поют, танцуют, попсят или еще что-то, или собираются какие-то национальные вещи или ненациональные, это все будет битком забито. Кто-то должен будет проповедовать там, а кто-то должен будет встречать, а кто-то окормлять, а кто-то нянчиться. Нужны будут не сотни, тысячи нужны будут работников на жатве. Когда Бог придет, мы сейчас здесь вот тренируемся, не тренируемся сидеть. Мы должны начать тренироваться, шевелёж делать, начать шевелить ножками, ручками, верой, молитвой. Когда Божье присутствие захватит церкви, которые обычно заканчивают служение к полудню, они будут продолжаться часами, и я там добавлю до полуночи. Аминь, аминь. Третье, ожидайте всплеска исцелений. В период пробуждения исцеления в 50-х годах в Америке люди стекались к известным евангелистам, чтобы получить прикосновение от Бога. Но в грядущем пробуждении подростки, водители грузовиков, иммигранты, школьные учителя будут молиться за больных и видеть чудеса. Спонтанные исцеления также станут обычным явлением во время совместных собраний поклонения. Послушай, исцеление будет приходить, ты будешь ехать в автобусе, и ты будешь кому-то свидетельствовать, Бог даст слово знания, и ты будешь говорить с этим людям. Вначале не уверенно, не смело, но ты начнешь это действовать, ты начнешь говорить с опаской, будет ли ты ошибаться, повторять это снова. Может быть, 100 раз ошибешься, на 101 ты получишь прорыв. Я сам летел в самолете. Я не скажу, что такой смелый. Да, я могу, где-то приходит слово знания, где-то пророческое, но это где-то, когда мы в своем кругу можем сидеть. Мы были в мирном, молились за сестер, делились словом. Одной сестре я получил, я увидел, знаете, увидеть. У меня бывает такое прям объемное видение, так хочется прям рассказывать. Блин, не остановишься прям. А тут прям так, знаете, чуть так просто сухенько кактус увидел. Я думаю, как сестре про кактус? Вот я вижу, молюсь за нее, я кактус вижу. Я говорю, сестра, как бы, я тут как бы не знаю, как бы, но я, ну не то, чтобы я пытаюсь встречать, я пытаюсь как бы еще глубже увидеть. Я говорю, как бы, потому что я понимаю, кактус, он колючий, никто не любит кактус, знаете, как обниматься с кактусом, там, или жить с кактусом, садиться на кактус, да. А она потом говорит, и мне такой вопрос, как бы, это хоть каким-то боком как-то, ну, подходит, выходит как-нибудь куда-нибудь. Она говорит, я кактус, я, говорит, с моим мужем кактус уже много-много лет. Она рассказывала свою историю, как она уверовала, как она себя вела неправильно, как было учение, как муж избивал ее за это. Сейчас, когда она выходит из дома, она сама свидетельствовала, мужа болела спина. То есть раньше, чтобы там о Христе, она говорит, возложить на тебя руку помолиться. Он еще не такой же, как бы, ну давай. После того, когда он избивал ее за ее, в кавычках, христианское поведение. И она говорит, я кактус. Но Бог, знаете, не показывает, только сказать эту крайнюю историю, потому что кактус, он в пустыне кому-то нужен. Есть верблюды, которые идут